Добрый воскресный вечер, уважаемые любители хоккея. Ну, как мы все уже слышали, есть у нас классные болельщики на стадионе, которые, я думаю, сегодня будут также поддерживать нашу интереснейшую игру. И в целом несколько кричалок мы уже услышали. Ну, по-моему, как мне показалось, больше они были в пользу Уфсина. Так, шайбу требуют болельщики. Еще раз приветствую всех. У нас практически все готово, чтобы начать этот прекрасный матч. И, так скажем, очередной уикенд, если мне не изменяет память, уже третий игровой день в 2024 году. Проводит у нас Башкирская хоккейная лига. И на ваших экранах сейчас скрестят свои клюшки представители команд Уфсин и также команды Транснефть Урал. Немного прервался, чтобы послушать моего коллегу-директора. Он объявил нам голкиперов, которые начали, так скажем, эту игру в первом периоде оборонять ворота своей команды. Конечно же, мы поговорим о составах действующих участников, кто сегодня принимает самое, что ни на есть, активное участие в этих играх. Также по ходу игры обсудим турнирную таблицу, разберем предыдущие матчи. Я уверен, в ближайшее время нам есть в целом о чем поговорить. И также, конечно, дорогие друзья, будем любоваться на экранах своих мониторов прекрасной игрой в хоккей, которые дарят нам наши бравые и отважные хоккеисты. Первый бросок и вторым темпом добивания. Решение арбитра. Нет, пока нету взятия ворот. Ну и немножко затянул я составами, наверное, нужно уже это обозначить. Для тех, кто, возможно, не знает, уважаемые болельщики команды Уфсин, по правую руку территориально от нас играют они в форме темной. Ну и, соответственно, по логике Транснефть слева в форме белой. Начнем с команды Транснефть. Эдуард Герасимов, номер 48, нападающий команды, 89-й Илшат Галиуллин, 47-й Ерназаров Ильгиз, 17-й номер Сергей Лебедев, номер 7-й Альберт Шатунов. Далее Александр Мирюстай, номер 16-й, Михаил Тряскин, 10-й, Елизарьев Александр играет под номером 29, Алексей Благинин, 12-й, 15-й Даниил Дюрягин. Поправка 55-й. Даниил Дюрягин у нас здесь опасно. Намечается взятие ворот. И да, Уфсин это делает классно. Давайте вместе с вами посмотрим на повторе. Дальняя передача. Или, наверное, больше наброс на ворота здесь было похоже. От синей линии. И как раз к месту два нападающих сразу же находились у Уфсина. В опасной бросковой позиции, неприятной для голкипера, Евгений Брындин обороняет ворота команды Транснефть. Ну и как я обратил внимание, по-моему, Михаил Тряскин все-таки. Андрей Кочетков, да, все верно, номер 10, автор заброшенной шайбы в составе Уфсин. 1-0. Уфсин повел у нас уже на первых минутах. И 3 минуты буквально сыграли, как уже проявляет себя игроки. Первое взятие ворот. Уверен я, матч нас ждет более чем увлекательно. Закончим составами. Команда Транснефть. Алексей Благинин, номер 12, Даниил Дюрягин, 55, Михаил Кожев, номер 20, 19, Роман Прохоров. Далее Тимур Тагиров играет под номером 21, 60-й голкипер Евгений Брындин и также номер 22 Ильдар Султанов. Это вратарь команды Транснефть Урал. Как мы уже видели с вами, первый в раму ворот у нас начал оборонять Евгений Брындин, номер 60. И пока вот, ну, как минимум одну атаку мы видели, да, как близко подошли к нему соперники. Ну, ничего такого сверхъестественного там не случилось. Брындин, не сказать, что с легкостью, но в целом первую атаку свел на нет, что не могу я сказать о его коллеге Вильдане Валишине, номер 30, голкипер команды Транснефть, то он уже, как мы видим на табло, одну шайбу-то уступил.
Состав команды УФСИН. Полевые игроки: Игорь Репш, номер 7, Андрей Кочетков, номер 10, отличился уже Андрей одним взятием ворот. Далее 13 номер Евгений Столовин, 19 Андрей Князев, 22 Артем Новохадский, 24 Андрей Горбунов. Раиль Емилов играет под номером 27. Вратарь команды Вильдан Валишин, номер 30, Павел Пупшев, номер 36, Антон Муфтахуддинов, номер 43, Александр Мальевский играет под номером 55, это защитник в команде УФСИН, и еще два игрока: Артур Гильванов под номером 80 и Азат Тагиров, номер 91, нападающий из состава УФСИН. Да, активные болельщики сегодня прибыли в Малую Уфу-арену, чтобы поболеть за управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан. Возможно, коллеги, родственники, друзья, приятели. В целом не суть важна, главное поддержка моральная, физическая, наверное, не хотелось бы. Я думаю, хоккеисты сами компетентны, чтобы разобраться на льду, как им действовать. Ну, приятные кричалки с трибуны, почему бы и нет, очень здорово. Дудка, своеобразный музыкальный инструмент, иногда может отвлекать. Так, рвемся, здесь у нас атака. УФСИН, неплохо Артем Новохадский удалялся под передачу, но вот как-то у партнеров не заладилось. Репш на ваших экранах, поперечный пас на правый фланг. Далее по диагонали уже переключаемся налево. Здесь у нас подключается Раиль Емилов. Бросок и очередное вбрасывание. Так и требует шайбу. Так, в заявке у меня номер 80 у УФСИНа Артур Гильванов. А вот здесь я вижу на майке у игрока немного иная фамилия. Ну, я думаю, ничего страшного. Если что, дорогие друзья, в нашем чатике поправьте меня, вдруг где кого я назову не так. Буду вам за это признателен и впредь таких ошибок обязуюсь не допускать. Тагиров на классной позиции. В теории можно было сыграть на него. Прикрыт двумя защитниками, сразу Азат, но тем не менее как-то пытается открыться, да, в этой ситуации, предлагает себя. Вот смотрите, немного повздорили даже здесь, потолкались так, да. 47-м номером это Ильгиз Назаров. Наброс на ворота от синей линии, но шайба получается блокирована. Снова на синий, и снова мы здесь видим Игоря Репша, который замыкает атаку, можно сказать, УФСИНа. Бросочек классный, и браво голкиперу Евгений Брындин из состава Транснефти. Так, кто заказывал здесь хлеба и зрелищ, признавайтесь, дорогие друзья. Да, подключаются уже все коллективы, весь коллективы. И УФСИНа, и Транснефти, судя по количеству, там даже и со скамеечки запасных кто-то подтянулся, чтобы ни в коем случае не пропустить ничего самого интересного, что может быть в этом матче, помимо заброшенных шайб. Но благо нашим арбитрам и в целом игрокам, что как-то, позвольте так выразиться, здравый смысл в определенный момент все-таки восторжествовал, и отважные мужчины приняли решение, что лучше сосредоточимся на хоккейном матче, нежели на каких-то небольших потасовках. Ну куда ж хоккей без подобных, позвольте выразиться так, стычек, да? Практически неотъемлемая атрибутика этого хоккейного матча, любого, которая по-своему добавляет интриги, азарта в игру. Все болеем за УФСИН. Вот так вот. Сегодняшний день обещает нам быть насыщенный, потому что помимо этой встречи еще пройдут две игры в рамках Башкирской хоккейной лиги. А у нас здесь Транснефть обороняется пока.
Обороняется УФСИН, а Транснефть вот на всех парах пытается как-то все-таки отыграть ту самую шайбу, и пока сделать это не получается. Классный бросок Михаила Тряскина, вторым темпом добить не дали, но продолжается борьба за воротами. Шайба на мгновение потеряна, партнеры по цеху подключались, но ничего такого особенного в этой ситуации мы с вами не увидим. Наброс на ворота от синей линии, да и больше даже, судя по силе удара, было похоже это на бросок. Требует гол тот самый активный болельщик. Ну, попросим нашего оператора, если как будет возможность, может быть, показать нам этого активного, заядлого фаната клуба УФСИН. А вот здесь можно бросать уже что-то решать в этой ситуации, но нет. Не так-то просто это сделать, как казалось бы на экранах наших мониторах. Шатунова с крюка срывается шайба. Тут же быстрая контратака не получается у команды УФСИН. Белые по-прежнему контролируют игровой снаряд. Эрназаров. Длинный пас по диагонали проходит на Алексея Благинина. Казалось бы, в зоне уже находится Алексей, но пришлось покинуть владение команды УФСИН ненадолго. Впрочем, партнеры уже активно туда забрались обратно. Лебедев, будет ли пас на центр? Нет. Шайба отобрана и по-прежнему возвращается в зону белых. Из средней зоны быстро уже к темным мы переместились. Бросок из-под защитника. Доходит он до створа ворот. Но здесь браво голкиперу команды УФСИН Ильдан Валишин. Ну, казалось бы, да, вот по габаритам Валишина, что в целом-то никаких действий он там и не предпринимал особо. Стоял на месте, и по факту шайба прилетела у него. Но не знаем мы всей картины происходящего до конца. Возможно, это была такая тактика некая, да? Валишин, он все контролировал и понимал, что сейчас шайба прилетит в него. Не стал выставлять ни амуницию, ни ловушку. Решил, что пусть оно будет так, как будет. Так, Емилову побороться в зоне не дали. Белые в последнее время очень активно после пропущенной шайбы устремляется в атаку, но счет по-прежнему у нас в пользу УФСИНа +1. Помимо этого матча еще нас ожидает две игры. 19:45 встреча коллективов башкирской генерирующей компании. Сыграет она с Беском. И также 21:15 Уралец сразится с командой Баш РТС. Белые снова в зоне соперника. Классное оставление на Михаила Тряскина, но вот на синей линии побороться последний не смог. Шатунов. Дальше отдает на партнера. И здесь у нас Михаил Кожев владел шайбой. Сейчас уже она у Прохорова. Прохоров дальше за ворота. Как-то, знаете, на первый взгляд, вот, несмотря на то, что находятся на хороших позициях, с которых можно бросать, игроки команды Транснефть периодически почему-то принимают они решение как-то поглубже в тыл соперника зайти, закатиться за ворота, какие-то оттуда домашние заготовки, что ли, разыграть. Ну а нужно ли сейчас это в данный момент команде Транснефть или нет, конечно, не совсем понятно. Почему при таком большом времени провождения в зоне у команды УФСИН по-прежнему как-то Транснефть вяжется в этой борьбе? Теория. Тактика с бросками, наверное, принесла бы, возможно, чуть больше результатов, как, например, сейчас. Ну, неплохо в целом все равно разыгрывалась эта ситуация. Алексей Благинин, номер 12, сместился с правого фланга на центр с бросочком. Проверил.
Вильдана Валишина. В целом Валишин на месте, все в порядке. Двигаемся дальше. Вдоль бортика медленно, так неприхотливо катится у нас игровой каучуковый снаряд. Тряска на время контролировал, но тут уже ответные действия Ауфсина. Ну, вы сами все слышали, что говорят болельщики. Не буду я их комментировать, но, тем не менее, также вы видели, дорогие друзья, что не разобрались на входе в зону игроки Уфсина. И опять возвращаемся на синюю линию. Так, после бросания шайба остается за игроками в белой форме. Транснец. В процентном соотношении владения шайбой я уверен, что эти отважные хоккеисты по первому периоду однозначно ведут. Но вот пока с результативностью все-таки более эффективнее получается у команды Уфсин. Судя по счету, 1-0 в их пользу. И пока такого сверхактивного, кроме как частых атак, которые не всегда завершаются бросками, мы от Транснефти не видим. Но я уверен, что все еще впереди, только начинают разыгрываться хоккеисты, присматриваются друг к другу. Ну, где-то вот, да, действительно, Уфсину с результативностью повезло в первом периоде больше. Ну, как повезло? Рабочая шайба была заброшена. Здесь никаких вопросов нету. И пока вот Транснефть присматривается, да, к своему сопернику. Разминается, разгоняется этот коллектив. Роман Прохоров с броском. В очередной момент проверяет Вильдана Валишина. Ну, в целом работать, знаете, на самом деле приятнее, когда есть у нас и прекрасный коллега-комментатор на трибуне, который подсказывает, да, вносит какую-то свою ноту, лепту, какой-то определенный шарм. И также судья-информатор, поэтому, думаю, втроем уж как-нибудь прокомментируем, уважаемые болельщики, для вас эту хоккейную встречу. Передача на центр не проходит. Благинин там был. 2 минуты перерыв. Окончен первый период. 1-0 Уфсин ведет.
Стартовал второй период. Встреча команды УФСИН и Транснефти уже в результате первых 15 секунд. Первая острая атака от УФСИНа. Как мы видели по периоду первому, то этот коллектив очень славится своей результативностью. Первое нарушение правил на встрече. Давайте посмотрим на повторе. Да, здесь за подножку явно будет удален игрок в составе Транснефти. И очередная возможность будет у темных поиграть в формате 5 на 4. И мы видим крупным планом на экранах наших мониторов нам показывает наш дорогой оператор Ильшата Галиуллина, который направляется в штрафной бокс и ближайшую минуту проведет именно там. Четвером будет обороняться Транснефть. Знаете, честно говоря, вот по ходу активности Транснефти в первом периоде я не удивлюсь, если они сейчас и в контратаку будут успевать убегать. Но уж больно активно, как заведенные. Эти хоккеисты провели весь первый период. И здесь, конечно, хотелось бы посмотреть, смогут ли в таком темпе действительно все три периода провести игроки. Потому что если сравнивать с активностью команды УФСИНа, то как-то, на мой взгляд, взвесив на часах, весах, то явно по затраченным силам коллектив Транснефти потратил в первом периоде больше. Ну что ж, покажет нам игра. Все, впрочем, что-то я заговорился. Хотелось бы обратить на ваше внимание, дорогие друзья, что сейчас, не знаю пока по зрелищности. Да, у нас матч в самом разгаре, если бы точнее второй его отрезок только начался, но в целом очень приятно наблюдать, когда играют подобные коллективы УФСИН и Транснефть, не потому что они так называются, а потому что это два коллектива, которые возглавляют турнирную таблицу в башкирской хоккейной лиге. Мы поговорим об этом по ходу встречи, пока же понаблюдаем за контратакой темных. Бросок с левого полуборта. Горбунов заряжал, что есть сила, эту шайбу, но отважный вратарь Евгений Брынзин с состава Транснефти свел эту атаку на нет. Пятый полевой игрок вступает на лед Малой Уфа-арены, и мы уже можем говорить о том, что первое большинство в этой встрече реализовать не удалось. Такая возможность была у УФСИНа, но как-то в целом я не увидел, конечно, прям такой активности в зоне соперника, чтобы зашли, закрепились, какую-то позиционную атаку продемонстрировали. Такого мы, к сожалению, с вами не наблюдаем. Заговорил я о турнирной таблице. Давайте закончим мысль. После этой атаки здесь втроем против четверых сразу действуют. По воротам попали, но вот шайба сетки-то коснулась лишь только с другой стороны. Так, а здесь за выброс шайбы у нас сейчас будет опять удаление. А пока я все-таки воспользуюсь этой небольшой паузой. И поговорим мы с вами о турнирной таблице, в которой Транснефть Урал, которую Транснефть Урал возглавляет. 8 игр на данный момент в их послужном списке, из которых 8, соответственно, они выиграли. В основное время они выиграли все эти матчи. 70 шайб забросили. Это команда, которая забивает больше всех по ходу встреч. 1 против 3. Сможет ли что-то здесь противопоставить Андрей Горбунов? Давайте посмотрим. Немножко прервемся. Ближний угол. Пытался он все-таки как-то игровой снаряд, чтобы протиснулся, но не проходит такие моменты с Евгением Брынзиным.
Поэтому продолжаем наблюдать за атакой белой. Так вот, команда Транснефть — это тот коллектив, который забивает больше остальных своих команд. 70 шайб в их зачете заброшено, и 9 всего лишь они пропустили. Согласитесь, не так уж и много. И поэтому пока, ну как же досадно, сейчас не попадает в створ ворот Сергей Лебедев. Казалось бы, девяточка-то у вратаря была не прикрыта. И можно было что-то здесь решать, но Лебедев не сумел. А вот теперь все-таки взятие ворот засчитано. И счет уже становится 1-1. Команда Транснефть все-таки подтверждает, да, тот самый статус свой, о котором мы говорили с вами ранее, что команда эта забивающая. Согласно турнирной таблице, один из самых сильных коллективов на данный момент. Так, ну оценку от болельщиков все получили, молодчики. Очень здорово, можем продолжать дальше. Эдуард Герасимов, номер 48, автор взятия ворот. Так, а может быть уже Овсин опять выйдет у нас вперед. Ну, возможно-то это и будет, но только не сейчас. Тагиров на ваших экранах сейчас бросал, сорвал свою порцию аплодисментов от зрителей, которые сказали, что задумка хорошая и бросок в целом был отличный. Ну а мы продолжаем наблюдать за этой встречей далее. Транснефть забивает больше всех, 3 раза я уже сказал. Уфсин у нас идет на второй строчке после коллектива своих соперников в этой встрече. Также 8 игр у них проведено, и вот из которых лишь единожды они уступили. 47 шайб заброшено, 13 пропустили, 21 очко в целом в их зачете против 24 команды Транснефть. Вот так вот топовые коллективы на наших экранах сейчас будут все-таки выяснять, кто в групповом этапе, так скажем, башкирской хоккейной лиги все-таки сильнее сегодня, по крайней мере, в этом матче, в этой встрече. Посмотрим и мы. Сыграли половину второго периода, и пока мы вот увидели ответку от Транснефти, что подтверждает, наверное, да, нам позицию в турнирной таблице коллектива белых. А в любой ситуации, даже когда что-то не совсем хорошо складывается, как, например, сейчас на первых минутах встречи, все-таки соперники у Транснефти повели в счете. Отыграться весь период не получилось, очень активно действовала команда Транснефть, потратили сил прилично, но вот своим мастерством ближе к середине второго периода разрыв в счете удалось наверстать. 1-1 пока на нашем табло. Заставили выйти Евгения Брындина, да далеко так от своих владений, что едва-едва повторным броском как-то выглядела довольно опасно эта ситуация. С неудобной руки у нас бросок в исполнении Транснефти, но не точно. За воротами разгоняется Алексей Балагинин. В средней зоне шайбу потерял. Ответные действия от Уфсина.
Евгений шайбу в своей зоне потерял. Тут же, может быть, это опасно. Александр Мирюстай на острие атаки своей команды постоянно он находится. И довольно часто мы видим Александра автором взятия ворот. И в этот раз смог он подловить на ошибки своего соперника. Ну, да. До гола, конечно, дело не дошло у нас, но подобными ситуациями как раз-таки Александр очень часто отличается. И в целом рано или поздно приносит свои плоды подобные действия в исполнении Мирюстая. Шатунов, казалось бы, отдавал на партнера, но перехватывает здесь темный и как-то вот отбрасывается сейчас, наверное, да, воспользовавшись возможностью небольшой паузы и проводит смену звена. Коллектив команды УФСИН. В средней зоне борьба, ну, не сказал бы я, что самая активная, да, но, тем не менее, вот обмениваются коллективы шайбами каким-то волшебным образом оказались вдвоем. Сейчас представители команды УФСИН против практически в том моменте одного игрока. Так, по диагонали пас проходит, а вот здесь может быть и опасно, но не сейчас. Михаил Тряскин. В зону зашел классно. Бросить полноценно не дали. Сразу защитники накрыли. Ой-ой-ой, здесь у нас выход 1 в 1. А не считая голкипера. И да, мы все отчетливо видели, что клюшкой попали сейчас Евгению Брындину по шлему. Но тут же извинился игрок УФСИНа. Это Азат Тагиров. Ну, не специально, по крайней мере. Азат это однозначно сделал, и что и, собственно, пояснил Евгению Брындину, благо тот все это адекватно воспринял. 4 минуты до окончания периода второго. Пока, согласно статистике, по одной шайбе от коллективов мы наблюдали с вами за один период. Ну как же здорово сейчас прошел практически всю защиту здесь, да, обыграл, хотя и особо-то ничего не делал. Ильгиз Арназаров. Супер дриблинга какого-то мы от него не увидели, но тем не менее, вот как свой среди чужих, да, буквально сейчас что-то подобное, наверное, сейчас это выглядело. 3 защитника стоят на месте, но нет, здесь прокатывается игрок команды Транснефть, и еще и подкатывается к Ильдану Валишин, наносит бросок. Удивительно. Из-под защитника бросок не самый сильный в исполнении Андрея Горбунова, но очень неприятный для голкипера, потому как не всегда получается контролировать траекторию полета таких шайб, а иногда и вообще сам бросок даже не видно. Крупным планом на ваших экранах был Евгений Брындин, вратарь команды Транснефть Урал. Да, снова сейчас штанга в какой-то степени помогла однозначно Брындину. Неприятное столкновение в зоне темных. Тут же перехват шайбы. Находится он под контролем УФСИНа, но долго ли это продлится, пока непонятно. Да, Транснефть все-таки под лишний контроль берет всю эту ситуацию. Тряскин в борьбе. Принять пас от партнера не смог. И здесь снова Тагиров. Азат. Передача на партнера. Ну где же полноценный бросок? Не дотягивается. Досадно.
До шайбы игрок команды УФСИН, но свою порцию аплодисментов сорвать сумел. Здесь что у нас произошло? Кажется, не увидел я ни столкновения, ни, возможно, клюшкой попали или просто как-то что-то прихватило бок у игрока в белой майке. Но вот за кадром, к сожалению, осталась ситуация. Ничего страшного, все в строю, все на месте. Продолжаем наблюдать за прекрасной встречей дальше. Полторы минуты остается играть. И если так разбирать ситуацию, то УФСИН в плане открытия счета, конечно, были первыми, но как-то Транснефть больше владела инициативой в первом периоде. Результативность опять сквозь стенку буквально прошел Ильгиз Эрназаров. Как вы говорили ранее, свой среди чужих. В линию стоит защита из 3 человек, но каким-то образом Эрназаров просочился через них. Да, не в первый раз мы уже наблюдаем такую картину, но нужно взять, наверное, на заметку однозначно наставником команды Транснефть этот хитрый прием Ильгиза Ураловича. Время остается неприлично мало. Минута перерыва. Отдохнем немного и мы. УФСИН вперед, УФСИН чемпион, с такими приятными кричалками от своих болельщиков. Мы начинаем третий период, дорогие друзья. Как уже все поняли, да, что УФСИН играет с Транснефтью. 1-1 пока у нас счет на табло, третий период стартовал. И вот так, анализируя ситуацию, да, УФСИН открыли счет, повели. Но как-то первый период в плане владения шайбой и созданием опасных моментов запомнился лично мне он больше под эгидой команды Транснефть. Второй же период дождались болельщики Транснефти заброшенную шайбу. Вот здесь опасно, может быть, выход 1 на 1. Тагиров. И поднята рука арбитра. Будет удаление у нас. Да. Полноценно провести атаку не дали Азату Тагирову. Но, тем не менее, заработал удаление он для своей команды. Проведут они ближайшую минуту в большинстве. Ну, а мы наблюдаем Илшата Галиуллина, номер 89, собственно, виновника всего торжества. Ну и хотелось бы отметить, что предыдущий матч для Транснефти
Как я и говорил ранее, что первый период в плане активности прошел под эгидой Транснефти, второй период также забросили они одну шайбу. Ну, как-то вот поменьше моментов создает УФСИН, пока не понимаю, с чем это связано, ну, тем не менее, очень острые они в контратаках, и вообще в целом коллектив очень сильный, недаром занимают они вторую строчку турнирной таблицы Башкирской хоккейной лиги. Так, игрок под номером 80 с майкой Скуратов, но вот почему-то в заявке он у меня отмечен как Артур Гельванов. Поэтому пока для меня останется это загадкой. Предыдущий свой матч для Транснефти сложился более результативней. Если рассматривать текущий счет, то ровно в 11 раз, потому как обыграли они Уральца на прошлой неделе со счетом 11-0. Слегка так подтянули свои статистические показатели игроки Транснефти. Здесь пока у нас УФСИН на всех парах пробует форсировать оборону своего соперника. Ну, на одного игрока больше. В данный момент, по крайней мере, у этого коллектива. Скидка на синюю линию. Там наброс на ворота, но уже доработать игроки-то были, но не смогли. Брындин. Герой момента, показал нам классный сейв. Так вот, и в том матче, что лично для меня интересно, ну, на самом деле дублями там отличились только Сергей Лебедев и Алексей Благинин. И вот остальные 8 шайб все-таки абсолютно разные игроки у нас забивали. Отчасти это и придавало, наверное, такой определенный интерес в игре. Конечно, уральца было в той встрече не узнать от слова совсем. Не сказал бы я, что этот коллектив не наиграл даже на гол престижа в той встрече. Вот, но, тем не менее, с сухарем. Из той встречи вышел Евгений Брындин, голкипер команды Транснефть. Так, прервался я немножко подслушать секретные напутствия от наших болельщиков, присутствующих на трибунах. Белые развивают свою атаку, но браво УФСИНу, что высоким прессингом начали сейчас встречать. Буквально дыхание, честно говоря, затаилось у меня, потому что Роман Прохоров в очень интересной позиции находился. На отскоке прилетела шайба к нему на крюк, и никого из защитников по пути полета шайбы-то и не наблюдалось, точнее по пути до створа ворот Вильдана Алишина, но благо для УФСИНа и, к сожалению, для болельщиков Транснефти с броском не заладилось в том моменте у Романа Прохорова. По правому флангу раскатывается Ильгиз Эрназаров. И как же плотно его здесь встретили на синей линии игроки команды УФСИН. Давайте посмотрим на повторе. Новохадский отправляется на скамейку, но вот какое-то крепкое словцо, судя по всему, перед тем, как зайти в штрафной бокс, было сказано, судя по всему. На точке вбрасывания Эдуард Герасимов от Транснефти. Оставляет он на партнера. Тут же бросок из-под защитника не точно.
Один буквально против троих защитников действует сейчас игрок команды УФСИН. С фамилией Скуратов на майке, но по протоколу с фамилией Гильван. Тряски. Бросал с острого угла, и как же здорово, да, Вильдан Валишин прикрыл плечом ближний угол. Заранее прочитал он все действия игрока команды УФСИН и уже, собственно, был готов к ним. Арбитры на месте. У нас прекрасные судьи, которые контролируют ситуацию. Браво им. Хотелось бы также сказать и отметить блестящую работу судейской бригады. Да, иногда, возможно, у кого-то могут появиться какие-то вопросы, но в целом все матчи башкирской хоккейной лиги судят судьи Федерации хоккея. И здесь, конечно, где-то в чате, может быть, или с трибуны иногда можно услышать какой-то момент, что не согласны с чем-то болельщики или зрители. Тут взятие ворот у нас первое. Продолжим мысль на тему судейства мы чуть позже. Товарищ режиссер, давайте срочно нам повтор этого блестящего гола. Ну как же здорово разыграли здесь игроки Транснефти. Шатунов фактически передавал передачу, да, но в итоге не сразу она дошла до Романа Прохорова. Рикошетом от Конька, ну и, по-моему, касание голкипером было. Шайба засчитана. Роман Прохоров делает счет 2-1 в этой встрече, выводит команду Транснефть вперед. Так вот, продолжу дискуссию на тему судей, что иногда бывают какие-то комментарии или, возможно, выкрики зрителей с трибуны, да, там, что судейство не так, это не то. Так вот, хотелось бы всегда таким людям сказать, что, может быть, стоило им самим пойти отучиться, да, на хоккейного арбитра, вот, а потом уже в рамках полученного образования и вот данной компетенции определенной категории судейской вот вступить можно уже в дискуссию, возможно, с судьей. Пока же это не было сделано, то, на мой взгляд, такового права мы не имеем. Как-то спорить с решениями арбитров. Целиком и полностью доверяемся мы им. Так, Тагиров снова довольно опасно действовал. Ну, опасно, по крайней мере, для Евгения Брындина, вратаря Транснефти. Ну, а Тагиров из-под защитника уже максимально на вытянутую руку производил бросок. И снова заезжает он в краску за вратаря. Небольшая у нас легкая потасовочка. Подключается Репш, но исключительно с целью да. Требует шайбу. Болельщики, давайте посмотрим все-таки, как коллективы смогут эту просьбу реализовать. Есть! Взятие ворот. Ждал я этого момента. 2-2, но ждал исключительно не с целью, да, как-то поболеть за команду УФСИН, а вот чтобы немножко зрелищности этому матчу добавить. Ну, наиграли действительно еще как минимум на одну шайбу представители команды УФСИН. Но сколько стараний было приложено, сколько сил, сколько моментов они создавали. Как действовали в чужой зоне, высоким прессингом отбирали не раз, подлавливали.
своих соперников на ошибки команды УФСИН. Ну и только лишь за 6 минут до окончания третьего периода получилось подобный момент реализовать. 2-2, начинаем все заново. Буквально с чистого листа, уважаемые болельщики. Вот это матч. Вот это зрелище. Иногда, как мне кажется, нужно немножко прерваться и вот послушать, понаслаждаться той атмосферой, которая царит в малой арене, чтобы полноценно почувствовать, так скажем, вкус, накал, жар этого прекрасного хоккейного матча. Что, собственно, и сделал я за небольшой отрезок времени. УФСИН вперед с таким призывом обращаются болельщики. Ну что ж, услышали все-таки этот призыв игроки команды УФСИН и смогли наверстать. А счета у нас удаление, опять за подножку. Да, вот наблюдаю я, что на небольшом отрезке друг от друга находятся игроки. Видели мы все прекрасно, что свалили на Романе Прохорове, да? Но оказалось за воротами, думаю, вот о чем могут разговаривать хоккеисты, и как бы там в партер игра у нас не перешла. Игорь Репчич на ваших экранах сейчас был. На минутку ближайшую он подумает над своим поведением в штрафном боксе. По крайней мере, такую меру пресечения хоккейную сейчас выбрал для него арбитр. Не торопится игрок под номером 80. Так, ну да, здесь ответное удаление, можно так сказать, да, недолго. Музыка играла, буквально 15 секунд, первая атака. И по удалениям. Ой-ой-ой. Все. Пошла вода горячая по хоккейным трубам. Присоединяется уже не только болельщики с призывом воздействовать на судью, но и болельщицы считают так же. Играем в формате 4 на 4, больше оперативный простор на малой ледовой арене. Чуть раньше у нас появится игрок у команды УФСИН, и буквально еще будет у них 10-15 секунд, чтобы поиграть в формате +1, точнее больше на одного игрока. Нежели у команды Транснефть, игрок, который выйдет позже на 10-15 секунд, прежде чем поравняет составы. Позвольте напомнить, дорогие друзья, что счет у нас равный, и в таком случае в ближайшие 2 минуты у нас будет чистое время, во-первых, идти, и во-вторых, если в основное время у нас победитель не выявится, то будет серия после матча буллитов, но, возможно, Репш, который вышел со скамейки штрафников, сейчас что-то решит в этой ситуации, но нет, выход 1 на 1 с Евгением Брындином, и браво последнему, который решает этот момент и, можно сказать, спасает, наверное, свою команду, ну, по крайней мере, в этом игровом отрезке, да. Как же удачно Репш выбежал. Вовремя увидели партнеры Игоря, тоже классная передача была сделана, но что-либо решить у ассистента капитана команды УФСИН не получилось.
Так. Из-под защитника бросок, Брынди на месте. Минута отделяет нас от Сирены, но не финальной ни в коем случае. Пока, по крайней мере. А именно той, которая будет означать концовку третьего периода. В теории, судя по активности и количеству времени, которое остается, мы можем еще увидеть как минимум одно взятие ворот. Ну а в случае после матча буллитов я вообще даже не решаю сделать какие-то прогнозы, потому как это такая своеобразная лотерея, пытается протиснуть как-то сейчас шайба, а вот здесь опасно, может быть небольшая стычка сейчас возле ворот темных. Но не специально здесь однозначно Игорь Репш оказался. Точнее, игрок Транснефти оказался верхом на Вильдане Валишина, а вот Репш как раз-таки вступился за Вильдана. И как, наверное, и любой игрок, собственно, в частности, защитники очень активно это делают. Там, не дай бог, вратаря даже просто кончиком пальца касаться нельзя. Тут верхом один из игроков Транснефти оказался на голкипере команды УФСИ. Ну и браво! Стальные нервы у этих ребят. Дело, да, башкирской народной борьбы Куреш. Благо не дошло. Так, Тагиров, может, и умеет по правому флангу. Словно по рельсам прокатывался, сейчас еще и подрезал там в конце игрока Транснефти. 10 секунд, в теории последняя атака. Кто будет здесь первый? О, как выкатывается сейчас Вильдан Валишин, осознавая всю ситуацию. 1 секунда. Сирена. Третий период окончен. Готовимся к серии после матчевых буллитов. Топовые команды, которые возглавляют турнирную таблицу Башкирской хоккейной лиги, не смогли выявить победителя в матче по ходу основного времени. Все внимание на экраны, серия после матчевых буллитов. Тряскин. Ничего решить здесь не смог. Браво, Валишин. Андрей Горбунов на ваших экранах. Есть гол. Сергей Лебедев. Нету взятия ворот. Да, здесь вопрос сейчас будет к Лебедеву. Там была попытка некая добивания, да, вторым темпом. Хотел Лебедев все-таки добить, но показал ему
Рефери все-таки на скамеечку штрафников, мол, говорит: Сергей Юрьевич, будьте добры. Пожалуйста, на скамеечку. Так, Азат Агиров. Мимо. На ваших экранах Ильгиз Уралович Чернозаров. Также не получается ничего решить у Чернозарова. Ну и команда УФСИН принимает поздравления. Выкатились буквально все игроки сейчас, которые благодарят Вильдана Валишина. Ну и, конечно же, своих партнеров за победу в этой встрече. Ну как же здесь не радоваться? Обыграли УФСИН, представителей первой строчки турнирной таблицы Башкирской хоккейной лиги. Собственно, отсюда и весь восторг. Также зрители ликуют. Уважаемые друзья, матч окончен. Была игра зрелищная. В основное время победитель не определился, но серия после матчевых буллитов расставила все точки над «и». Сегодня команда УФСИН, а если быть точнее, Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Башкортостан оказалось сильнее своего соперника Транснефти Урал. УФСИН с победой, Транснефть есть над чем подумать. Уверен, в следующих матчах команда проявит себя немного иначе. Всем пока-пока!